В этом видео мы расскажем, почему уйгурам из Средней Азии, которые хотят стать успешными, надо обязательно обратить внимание на Уйгурский университет в Урумчи. Выдающиеся уйгурские выпускники университета. Ушур Исмаил, академик Китайской инженерной академии. Ташпалат Тиип, профессор, бывший президент Уйгурского университета. Нур Бекри, видный политик, экс-председателя правительства уйгурской автономии. И многие другие. Выпускники-иностранцы, Бакыджан Сагентаев, экс-премьер-министр Республики Казахстан. Фарук Ахмад из Пакистана, доктор наук, профессор. Удостоен высшей правительственной награды для иностранцев, премия Тянь-Шань. Сэм Грикс из Великобритании, победитель всемирного конкурса китайского языка «Китайский мост». Уйгурский университет готовит высококвалифицированные кадры для Центральной Азии. Многие из них занимают важные посты в государственных учреждениях и вузах своих стран. Киргизия целенаправленно направляет студентов в Уйгурский университет для подготовки инженерных кадров для своей экономики. Главный университет уйгурской автономии основан в 1924 году. Университет занимает почти 3 миллиона квадратных метров. Это город в городе. В университете обучается более 36 тысяч студентов. Для сравнения, в главном университете Казахстана Аль-Фараби всего 27 тысяч студентов. Бюджет Уйгурского университета – более 70 миллионов долларов в год, Казахский университет – всего 6 миллионов. На научные проекты в Уйгурском университете выделяется более 300 миллионов долларов. В Казахском университете не более 30 миллионов. В составе Уйгурского университета до 35 факультетов, институтов по гуманитарным и инженерно-техническим специальностей. Гуманитарные и социальные науки насчитывают не менее 8 факультетов-институтов. Среди них Институт политологии, экономики и менеджмента, юридический, а также Институт уйгурской и китайской филологии, истории, журналистики, иностранных языков и другие. Обучение уйгурской филологии и истории ведутся на уйгурском языке. Инженерно-технический блок самый крупный, не менее 13 факультетов-институтов. Химической технологии, информатики, машиностроения, электротехники и другие. Также есть Институт программной инженерии, транспорта, материаловедения. Естественно-научный профиль включает не менее 6 факультетов-институтов. Математики, физики, химии, биологии, географии, экологии. Университет ведет обучение на китайском и уйгурском языках по ряду специальностей. Есть и казахское отделение. Это комплексный исследовательский университет. Он не только жемчужина высшего образования в уйгурской автономии, но и главная академическая база Центральной Азии на экономическом поясе Шелкового пути. Урумчи — не только политический, экономический, культурный, научно-образовательный центр всей Центральной Азии, но и транспортный хаб, соединяющий Китай и Европу. В 1924 году был основан предшественник Уйгурского университета, Синьцзянское училище русского языка и права, что положило начало светскому высшему образованию в Синьцзяне. В 1935 году учебное заведение получило официальный статус – Синьцзянский университет. Университет начал набор магистрантов в 1978 году. В 1981 году университет вошел в число первых вузов Китая, имеющих право присуждения степени магистра. В 1922 году Си Цзиньпин посетил Уйгурский университет, что ярко демонстрирует его особое положение. В 1996 году получил право присуждения степени доктора наук. За это время было принято более 50 тысяч магистрантов и аспирантов. Университет внес большой вклад в реформы и открытость страны, экономическое и социальное развитие уйгурской автономии, поставив значительное количество высококвалифицированных кадров. Китайцы называют его вторым университетом сопротивления Японии, где готовились кадры для борьбы с японским милитаризмом. Уйгурский университет стал университетом мирового класса, самым крупным и влиятельным учебным заведением на экономическом поясе Шелкового пути, колыбелью подготовки кадров уйгурской автономии, вершиной региональных инноваций. В Уйгурском университете работают национальные программы по привлечению талантов, которые ведут высококвалифицированный преподавательский состав. Они предоставляют студентам новые горизонты и открытое академическое пространство, зажигают в их сердцах пламя знаний,
искру стремления к науке. Специализирующийся на обслуживании крупных государственных стратегий и 9 основных промышленных кластеров уйгурской автономии, а также на важной задаче подготовки высококлассных инновационных кадров, университет готовит специалистов с глубокими базовыми знаниями, широким кругозором, высокими способностями и качествами, обладающих инновационным духом и международным видением. Создание высококлассного исследовательского университета невозможно без поддержки ведущих дисциплин. В Уйгурском университете в настоящее время есть 3 национальных дисциплины в рамках государственной программы по достижению мирового уровня. 3 дисциплины, входящие в программу развития преимущественных, это математика, уйгурский и китайский язык и литература, механическая инженерия. Инновационная программа развития специализированных дисциплин включает 6 дисциплин: юриспруденция, география, биология, экология, электротехника, химическая технология. 9 дисциплин Уйгурского университета вошли в глобальный топ, в 1% мировых базовых научных показателей. Имеется 16 дисциплин первого уровня, дающих право на присуждение докторской степени, 3 категории права на присуждение профессиональной докторской степени в области инженерии, 40 дисциплин первого уровня, дающих право на присуждение магистерской степени, 22 категории права на присуждение профессиональной магистерской степени и 13 постдокторских научных степеней. Стремительное развитие и мощный научно-исследовательский потенциал Уйгурского университета – важная гарантия послевузовского образования. Университет поддерживает сотрудничество с более чем 80 вузами и научно-исследовательскими учреждениями из 28 стран. Осуществляются обмены и стажировки преподавателей и студентов в рамках научного сотрудничества и обучения. Количество иностранных студентов значительно растет. В 2024 году оно увеличилось почти в 2 раза по сравнению с предыдущим. Студенты приезжают из 28 стран. В их числе Россия, США, Канада, Южная Корея, Япония, Пакистан, Монголия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Но ключевой фокус – ориентация на Центральную Азию. Университет делает особый акцент на приеме молодых людей из стран Центральной Азии, которые составляют подавляющее большинство от общего числа иностранных учащихся, около 80%. Университет активно продвигает инициативу «Один пояс, один путь». В университете сейчас насчитывается более 60 научно-исследовательских платформ и команд на уровне автономии и выше. Среди них есть государственная ключевая лаборатория совместного строительства Министерства и автономии, база для культивирования государственной ключевой лаборатории совместного строительства, база международного сотрудничества в научных исследованиях и другие. Используя свое геополитическое положение в центре экономического пояса Шелкового пути, Уйгурский университет создает Центр интернационализации высшего образования Центральной Азии. За 5 лет было выполнено более 40 крупных национальных научно-исследовательских проектов. Годовое финансирование исследований продолжает стремительно расти. Получено более 130 общенациональных и местных наград за научно-технические достижения, включая 2-ю государственную премию за вклад в научно-технический прогресс. Уйгурский университет вошел в число первых баз по трансформации научно-технических достижений и передаче технологий в высших учебных заведениях. Уйгурский университет ждет уйгуров из СНГ.